Военные принимают присягу Отечеству, врачи дают клятву Гиппократу. Интересно, как юные кадеты принимают присягу? Гора новостей в музее полярников имени Валериана Альбанова. Здесь проходит торжественное принятие клятвы юного моряка для кадет, учащихся в 5 классах из Уфимского городского центра имени контр-адмирала Бакаева. Как думаете, почему ребята выбрали именно это направление? Расскажи, как ты давал сегодня клятву юного моряка? Мы с нашим полковником со вторника готовились к даванию клятвы. Сначала полковник должен сказать речь, его друг, так сказать, должен объявить, кто присутствует на давании клятвы. Потом нам произносят клятву, и мы должны поклясться, то, что должны служить, быть честными, хорошо питаться, не вредить здоровью. И нам вручали значки юного моряка. После награждения для школьников проводят экскурсию. Ребятам показывают и рассказывают, кто такой Валериан Иванович Альбанов, как он стал одним из легендарных исследователей и всю историю его жизни. Посмотрите на карту, какой нелегкий путь он проходил с командой. Наверняка для этого нужна была специальная подготовка. Расскажи, что значит быть юным моряком? Это носить вот такую же форму или же другую форму, стрелять, строевая подготовка. Это, можно сказать, быть военным. Почему ты решила стать моряком? Потому что это очень хорошо. Ты будешь служить Родине. В музее находятся макеты разных кораблей, старинные компасы, древняя одежда. Для кадетов подготовили презентацию старинных фотографий Уфы времен молодости Валериана Ивановича Альбанова. На стенах музея можно увидеть портреты исследователей Арктики. А посмотрите, какой есть штурвал. Вот встанешь за него, и сразу можно представить, что ты капитан какого-нибудь корабля. Ребята очень внимательно рассматривают экспонаты. Посмотрите, здесь даже есть каяк, который выполнен по тем же технологиям, что и в прошлом. Ребята с детства понимают, что такое честь и верность своему делу. Давайте пожелаем им удачи и успехов в их непростом выборе. Самира Габидуллина, Руслан Бекбаев, специально для Горы новостей.